В ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию. маросими табодули санатҳои дар рафти сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба Федератсияи Россия имзошуда оғоз мегардад. Председатель правления банка ВТБ Андрей Леонидович Костин и председатель Совета директоров таджикской алюминиевой компании Ширали Кабир подписали соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности. раиси шӯрои директорони ширкати ВТБ Андрей Александрович Костин соҳишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи саноати алюминийро имзо намуданд. Президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков и вице-президент Национального олимпийского комитета Таджикистана Ахтам Рустам Абдуллозода подписали меморандум о сотрудничестве. ноиби президенти Кумитаи миллии олимпияи Тоҷикистон Ахтам Рустам Абдуллозода ва президенти Кумитаи олимпияи Россия Станислав Алексеевич Поздняков ёддошти тафоҳуми ҳамкориро имзо намуданд. Президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев и президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими подписали соглашение о научном сотрудничестве. Президенти Академии илмҳои Тоҷикистон Фарход Рахими ва президенти Академии илмҳои Россия Александр Михайлович Сергеев соҳишнома дар бораи ҳамкории илмиро имзо намуданд. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин и председатель исполнительного органа госвласти Сагдийской области Раджаббой Ахмадзода подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. раиси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва губернатори вилояти Нижегородск Глеб Сергеевич Никитин соҳишнома дар бораи ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, илмию техникӣ ва гуманитариро имзо намуданд. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации Анна Юрьевна Попова и руководитель антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан Сади Сангимурод Кодирзода подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области защиты прав потребителей. сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сади Сангимурод Кодирзода ва сардори хадамоти федералии Федератсияи Россия оид ба назорат дар соҳаи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва беҳдошти инсон Анна Юрьевна Попова ёддошти тафоҳуми байниидоравӣ дар соҳаи ҳусни тафоҳуми ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро имзо намуданд. Заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Павлович Овсиенко и министр культуры Республики Таджикистан Шамсиддин Шадибек Арумбекзода подписали межведомственный план совместных мероприятий на 2019 год. вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин Шодибек Орунбекзода ва муовини вазири фарҳанги Федератсияи Россия Николай Павлович Овсиенко барномаи байнидоравии чорабиниҳои муштарак барои соли 2019-ро имзо намуданд. Руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Иванович Булавин и руководитель таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода подписали межправительственное соглашение об организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода ва сардори хадамоти федералии Федератсияи Россия Владимир Иванович Булавин соҳишномаи байниҳукуматӣ дар бораи ташкили тартиби соддаи амалиёти гумрукӣ ҳангоми интиқоли молҳо ва воситаи нақлиёт миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россияро имзо намуданд. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сираджиддин Мухриддин подписали межведомственный протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе в Российскую Федерацию плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Таджикистан. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Мухриддин ва вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Викторович Лавров протоколи байниидоравӣ дар бораи риояи талаботи фитосанитарӣ ҳангоми аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ворид намудани маҳсулоти меваю сабзавоти аз лиҳози фитосанитарии муҳимро имзо намуданд. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Анатольевич Черкасов и министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сумангул Тагойзода подписали межведомственное соглашение о оргнаборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Сумангул Тағойзода ва муовини вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Федератсияи Россия Алексей Анатольевич Черкасов соҳишномаи байниҳукуматӣ оид ба ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар Федератсияи Россияро имзо намуданд.
Заместитель министра просвещения Российской Федерации Павел Станиславович Зинькович и министр образования и науки Республики Таджикистан Нуриддин Саид подписали межправительственное соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Ходжент, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке. вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Нуриддин Саид ва муовини вазири маорифи Федератсияи Россия Павел Станиславович Зинькович созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимоташон ба забони русӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзодаро имзо намуданд. Заместитель министра экономического развития Сергей Сергеевич Галкин и председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Нумон Абдугафор Зода подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области туризма. раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нумон Абдуғаффорзода ва муовини вазири рушди иқтисоди Федератсияи Россия Сергей Сергеевич Галкин созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳиро имзо намуданд. Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Борисович Яновский и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Усманали Усманзода подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года. вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонали Усмонзода ва муовини вазири энергетикаи Федератсияи Россия Анатолий Борисович Яновский протоколро оид ба ворид намудани тағйирот ба созишномаи байни ҳукуматӣ дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таҳвили маҳсулоти нафтӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2013 имзо намуданд. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев и директор агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан Шерхон Салимзода подписали межведомственное соглашение в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2019-2021 годы. директори агентии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба назорати маводи нашавар Шерхон Салимзода ва вазири кори дохилии Федератсияи Россия Владимир Александрович Колокольцев созишномаи байниидоравии ҳамкорӣ дар соҳаи муқовимат ба гардиши ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо барои солҳои 2019-2021-ро имзо намуданд. Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Российской Федерации Антон Германович Силуанов и министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Каххорзода ва муовини якуми раиси ҳукумати Федератсияи Россия вазири молия Антон Германович Силуанов ёддошти тафоҳуми байниидоравии ҳусни тафоҳум дар масоили ҳамкориро имзо намуданд. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сираджиддин Мухриддин подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сираджиддин Мухриддин ва вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Викторович Лавров ёддошти тафоҳуми байниҳукуматии ҳусни тафоҳум дар бораи масъалаҳои таъмини амнияти биологиро имзо намуданд. Министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сираджиддин Мухриддин подписали межведомственное соглашение о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сираҷиддин Мухриддин ва вазири мудофиаи Федератсияи Россия Сергей Кужугетович Шойгу созишномаи байниидоравӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ошкор ва арзёбии вазъи радиатсионӣ, кимиёӣ ва биологиро имзо намуданд. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписывают совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия Владимир Владимирович Путин изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия Владимир Путинро имзо намуданд.
Церемония завершена. Переходим к заявлениям для прессы президента Российской Федерации и президента Республики Таджикистан. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые коллеги, друзья, мы искренне рады принимать в России с официальным визитом президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Россию и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются на основе традиций дружбы и взаимного уважения. Хотел бы отметить, что наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем прошли в деловом и конструктивном ключе. Мы обсудили весь комплекс вопросов российско-таджикских связей, рассмотрели актуальные региональные и международные проблемы. В принятом по итогам совместном заявлении отражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества, на расширение взаимодействия в самых разных сферах. Особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям. На Российскую Федерацию приходится четверть таджикской торговли и порядка трети всех иностранных капиталовложений в республику – 1,6 миллиарда долларов. Устойчиво растет товарооборот. В прошлом году он прибавил почти 25%, достигнув 900 миллионов долларов. В ходе состоявшегося в марте в Душанбе заседания Российско-Таджикской межправкомиссии приняты важные решения, направленные на улучшение режима взаимной торговли и инвестиций, поддержку и реализацию совместных коммерческих и инфраструктурных проектов. Успешно продвигается российско-таджикское сотрудничество в энергетике. Россия почти полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. Построенная с российским участием Сантудинская ГЭС обеспечивает свыше 10% потребления энергии в Таджикистане. В настоящее время рассматривается возможность организации поставок генерируемого этой ГЭС электричества в третьи страны. В свою очередь, Таджикистан наращивает поставки сельхозпродукции на российский рынок. В прошлом году объем экспорта продовольствия и сельхозсырья в Россию увеличился на 40%, а в январе-феврале этого года еще на 35%. Это во многом стало результатом льгот и преференций, предоставленных российской стороной, таких, например, как 50% скидка на железнодорожную перевозку таджикских овощей и фруктов. Достигнутые договоренности об упрощенном таможенном коридоре и о создании российского оптово-распределительного центра призваны дополнительно улучшить условия доступа продукции агропрома Таджикистана в Российскую Федерацию. Хорошие перспективы появляются для взаимодействия наших стран в алюминиевой промышленности, которая является системообразующей для таджикистанской экономики. В соответствии с подписанным соглашением Банк ВТБ будет оказывать таджикской алюминиевой компании содействие в финансировании закупок сырья, а в дальнейшем не исключено, что и в модернизации производства, повышение качества продукции. Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семей. Отмечу также, что российская сторона оказывает Таджикистану значительное донорское содействие, в том числе по линии трастового фонда «Россия. Программа развития ООН». В прошлом году было выделено 7 миллионов долларов, а в текущем 4 миллиона долларов на помощь в стимулировании молодежного предпринимательства, расширение возможностей наименее защищенных слоев населения, а также во многих других сферах жизни таджикистанского общества. Разумеется, подробно обсудили с Эмомали Шариповичем состояние и перспективы двустороннего гуманитарного взаимодействия. Условились и далее всемирно развивать контакты в культурной, научной, информационной областях. Решению этих задач уже активно способствует деятельность Российского центра науки и культуры в Душанбе, его филиала Хадженти и 4 центров фонда «Русский мир». В планах открытие в республике официального представительства Агентства России сегодня.
не может не радовать востребованность российского высшего образования в Таджикистане. Всего в российских вузах проходят обучение свыше 20 тысяч таджикистанцев. Еще порядка 8 тысяч учатся в филиалах российских вузов, в том числе в Российско-Таджикистанском славянском университете. На 2018-2019 учебный год для нужд республики выделено 618 государственных стипендий. Россия содействует изучению таджиками русского языка. Сегодня подписано соглашение о строительстве в Таджикистане 5 школ с обучением на русском языке по образовательным стандартам Российской Федерации. Эти 5 школ в 5 городах Таджикистана будут работать. Успешно показал себя и пилотный проект командирования российских учителей в школы Таджикистана. Мы сегодня на встрече в ходе переговоров говорили об этом. Мы благодарны нашим друзьям в Таджикистане, что они уделяют этому большое внимание. Все люди, которые там работают, приехали на работу в Таджикистан, чувствуют себя очень комфортно. Многие из них изъявляют желание там остаться, дальше продолжать свою трудовую деятельность. При обсуждении международной проблематики констатировали совпадение или близость позиций двух стран по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня. Россия и Таджикистан стремятся координировать действия в интеграционных процессах, активными участниками которых являются наши страны, прежде всего СНГ, ШОС и ОДКБ. Мы приветствуем стремление Таджикистана налаживать более тесные контакты с Евразийским экономическим союзом, не только в экономике, торговле и инвестициях, но и в других, представляющих взаимный интерес сферах. Россия оказывает поддержку Таджикистана в ходе его председательства в текущем году в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. С удовольствием примем участие в саммите СВМДА, который пройдет в Душанбе уже совсем скоро, в июне этого года. Разумеется, в ходе переговоров подробно обсудили с Эмомали Шариповичем обстановку в сфере безопасности в Центральной Азии, в том числе в контексте вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках организации договора о коллективной безопасности. С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. И в заключение хотел бы поблагодарить Эмомали Шариповича, всех таджикистанских коллег за плодотворную совместную работу, а также выразить удовлетворенность тем, что нами достигнуты хорошие результаты в ходе сегодняшнего визита, да, и в ходе работы в таком текущем режиме. В этой связи хотел бы поблагодарить наших коллег с обеих сторон за те усилия, которые они прилагают для развития двухсторонних связей. Благодарю вас за внимание. Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы еще раз выразить искреннюю признательность российской стороне за приглашение посетить дружественную Россию с официальным визитом. Регулярный диалог на высшем уровне позволяет нам предметно обсуждать не только актуальные вопросы и перспективы нашего стратегического партнерства, но и обстоятельно обмениваться мнениями по региональной и международной проблематике. По итогам сегодняшних переговоров подписан важный пакет двусторонних документов. Экономическое взаимодействие является базовой сферой нашего партнерства, поэтому особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического характера и инвестиционного сотрудничества. Россия на сегодня остается одним из главных торгово-экономических партнеров Таджикистана. В истекшем году товарооборот между нашими странами возрос на 9% и превысил $1 миллиард. В данном контексте было отмечено значение дальнейшего и эффективного выполнения решений, принимаемых в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Таджикская сторона подтвердила важность реализации перспективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Таджикистана. Мы акцентировали внимание на налаживании совместных производств в отраслях легкой, пищевой
и горнодобывающей промышленности, а также в сфере транспорта и туризма. Нами представлен российской стороны пакет из 50 инвестиционных проектов, которые охватывают широкий диапазон, включая указанные сферы. Большие возможности сотрудничества существуют также в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах экономики Таджикистана. Сегодня мы подписали документы об упрощенном порядке совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между нашими странами и о порядке и нормах фитосанитарного контроля. Эти документы создают правовую основу зеленого коридора. Тем самым будут сформированы благоприятные условия для взаимной поставки товаров, в том числе экологически чистых таджикских овощей и фруктов, на обширный российский рынок. Также была отмечена необходимость скорейшего завершения подготовительных работ по созданию в Таджикистане оптового распределительного центра сельхозпродукции. Другим важным элементом экономического взаимодействия двух стран являются межрегиональные связи, география которых постоянно расширяется. На сегодня порядка 80 регионов России имеют с Таджикистаном прямые торгово-экономические, культурно-гуманитарные и другие деловые связи. Считаем необходимым дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества в данном направлении. В Таджикистане сегодня стабильно развивается экономика. Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта за последние 10 лет находятся на уровне 7%, что является хорошим макроэкономическим показателем. Мы поставили перед собой цель в ближайшие 10 лет перевести свою национальную экономику на индустриально-аграрную модель развития. Это создаст новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества сторон на уровне регионов, в том числе в различных отраслях промышленности. Обе стороны уделили приоритетное внимание взаимодействию в сфере трудовой миграции. Оно прежде всего нацелено на регулирование миграционных потоков между нашими странами, улучшение условий пребывания и работы на территории России, таджикских трудовых мигрантов и членов их семей. Благодаря совместным усилиям мы заметно продвинулись в решении актуальных вопросов в этой сфере. Следует отметить, что в последние годы количество таджикских трудовых мигрантов, выезжающих в Российскую Федерацию, имеет тенденцию к сокращению. Так, в прошлом году с целью трудовой деятельности в Россию выехало около 480 тысяч граждан Таджикистана. Это на 50% меньше по сравнению с периодом пика данного процесса первыми годами текущего десятилетия, когда в Российскую Федерацию выезжало до 1 миллиона наших трудовых мигрантов. Тем не менее, на этом направлении все еще остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания. Мы обсудили пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, культуры и туризма. Хотел бы отметить, что российское информационное пространство доступно во всех уголках Таджикистана, то есть оно является частью нашего информационного поля. У нас укрепляются позиции российского образования и русского языка. Сегодня в вузах России обучается более 20 тысяч молодежи Таджикистана. В Таджикистане успешно функционирует Российско-Таджикский славянский университет, филиалы ведущих московских вузов МГУ, МИСИС и Энергетического института. Соответствующими указами президента и постановлениями правительства установлено обязательное изучение русского языка в общеобразовательных учреждениях уже со 2 класса. Во многих дошкольных учреждениях воспитание ведется на русском языке. В 10 вузах функционируют факультеты русской филологии или отделения по специальности русский язык и литература.
В стране действуют десятки общеобразовательных школ и сотни классов с русским языком обучения. В связи с этим мы признательны российской стороне за готовность ускорить процесс строительства в Таджикистане 5 новых русскоязычных школ. Мы положительно оцениваем результаты сотрудничества наших стран в противодействии глобальным угрозам. В сфере обеспечения безопасности стороны тесно взаимодействуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и контрабандой наркотиков. Таджикистан и Россия являются естественными союзниками в этом вопросе, и мы выступаем за дальнейшую координацию действий компетентных ведомств наших государств в данной сфере. Успешно развивается таджикско-российское военное и военно-техническое сотрудничество. Мы признательны российской стороне за постоянное содействие подготовке кадров для наших вооруженных сил и военно-техническому укреплению оборонного потенциала Таджикистана. Таджикской стороной принимаются необходимые меры для эффективного функционирования крупнейшего зарубежного военного объекта России, 201-й военной базы, успешно решает свои задачи. Уникальный оптико-электронный комплекс «Окно». Пребывание на территории Таджикистана 201-й военной базы мы рассматриваем как один из ключевых факторов коллективного обеспечения региональной безопасности. При обсуждении актуальных вопросов региональной безопасности в центре внимания сторон находилась проблематика Афганистана. События в Афганистане напрямую влияют на уровень безопасности в нашей стране и в регионе в целом. Следует отметить, что на Таджикистан приходится около 60% границы Афганистана с бывшим Советским Союзом. Это 1400 километров таджикско-афганской границы с труднодоступными для охраны горными участками. Таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей Содружества. Таджикистан, являясь буфером на пути распространения угроз безопасности, исходящих из этого направления, вносит свой вклад в дело эффективной борьбы с ними. Время показало, что проблема этой соседней для нас страны не имеет военного пути решения. Таджикистан заинтересован в стабильном и процветающем Афганистане и выступает за мирное решение его проблем. В этой связи мы высказали за дальнейшие совместные усилия по содействию восстановлению мира и стабильности в Афганистане политико-дипломатическими методами. У нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам регионального и международного характера. Мы с Владимиром Владимировичем высказались за укрепление нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ и других структур многостороннего сотрудничества. Таджикская сторона удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. Пользуясь возможностью, я с большим удовольствием пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с визитом в удобное для него время. Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович, и в вашем лице народ России за теплый прием и традиционное гостеприимство. Большое спасибо. В нормандском формате, якобы вы там будете разбирать